ГСП онлайн. Городские новости сейчас. На РЖД организована работа по сопровождению людей, имеющих проблемы со здоровьем. В России насчитывается более 13 миллионов инвалидов, а это 9% населения. Тем не менее, об услуге знают далеко не все. Зачастую дорога для маломобильных пассажиров становится непреодолимым препятствием. Сейчас по РЖД курсирует более 100 поездов дальнего следования, имеющих спецкупе. Всего ими оборудовано 444 вагона. Александр Верташов испытал услугу на себе. Большое купе, очень большой туалет удобный. Биотуалет причем, то есть открыт был всегда, постоянно, то есть ни на станциях нигде ничего не закрывался. Для инвалидов это очень важно. И подъемник специальный в вагоне находится, на обе стороны можно спуститься. Вот. И само отношение проводников, вот, то есть постоянно заходили, спрашивали, чем помочь. Пассажиров встречают на вокзале, провожают до вагона, поднимают на специальном подъемнике и встречают на нужной станции. При необходимости предоставляют коляску. Насколько я знаю, у нас даже тут подъемники появились специально, потому что у нас перрон низкий. Вот, и если вагон не оборудован вот этим вот спецкупе с подъемниками, то колясочнику без такого подъемника попасть практически невозможно, ну либо только на руках его туда затаскивать. Как рассказывает ухтинец, в таких вагонах предусмотрено все, чтобы облегчить путешествие маломобильным людям. Специальные двухместные купе, расширенная планировка вагонов. Коридоры, дверные проемы – все сделано с учетом передвижения на инвалидном кресле. Туалетная комната оборудована поручнями, звуковыми и световыми панелями. Тем не менее, довольны услугой остаются не все. Постоянно сталкиваемся с такой проблемой со стороны персонала железнодорожного вокзала. Мы не видим помощи в предоставлении специального оборудования. Это подъемное устройство, которое бы организовала безопасность подъема маломобильного пассажира в спецвагоны. А со стороны сопровождающих спецвагоны персонала мы сталкиваемся с тем, что персонал не готов и в какой-то степени не может обеспечить безопасность подъема ребенка либо маломобильного пассажира на платформу спецвагона. Есть еще одно «но». Билет в спецкупе стоит почти столько же, сколько и на самолет. Резервировать места нужно за 45 суток. Путешествовать в таких вагонах могут не только люди с инвалидностью, но и пассажиры с травмами, при которых невозможно передвигаться на своих двоих.